ценного второго спикера Андрей Никифоров, главный редактор Якутского Саха информационного агентства. Андрей, на самом деле, наш, так сказать, очень доверенный партнер в плане подготовки текстов, потому что, возглавляя ведущее информационное агентство, они работают с текстами непрерывно. Да? И вот он сегодня поделится, как именно вот, по его видению надо работать с текстами в социальных сетях. Пожалуйста, Андрей. Не только с текстами. Добрый день. Выступаю перед госфабриками уже второй раз, поэтому у меня здесь есть уже знакомые лица. Поэтому скажу, что многое из того, что я сейчас расскажу, уже было, но, как говорится, повторим, закрепим. Давайте дальше. Кто уже видел, я всегда начинаю свое выступление с этого слайда. С тех пор есть небольшие изменения. Я больше 2 лет являюсь главным редактором ИСНА, более 10 лет журналистики и за 102 минуты пробегаю полумарафон. Кто был на прошлом выступлении, знает, что в прошлый раз было 112. Вот такой прогресс, такое развитие. Давайте дальше. Теперь перейдем к результатам моей непосредственной работы. За 2022 год Якутское Саха информационное агентство, если коротко, isia.ru, набрал 24 миллиона просмотров. То есть ежемесячно это около 2 миллионов просмотров было в прошлом году. В этом году мы рассчитываем набрать за год около 36 миллионов просмотров, то есть это около 3 миллионов просмотров сайта ежемесячно. Если перейти совсем на точные цифры, то в день нас просматривают около 100 тысяч раз, в человеческом измерении это около 60 тысяч человек ежедневно заходит на наш сайт. Наш телеграм-канал является одним из крупнейших в Якутии, и сквозь него стоит на первом месте, у нас 13 тысяч подписчиков. И среди всех мы входим уверенно в топ-5, в топ-10 телеграм-каналов Якутии. Кроме того, мы уже в течение 8 лет являемся самым цитируемым СМИ Якутии по версии медиалогии. Надеюсь, в этом году этот результат мы дальше повторим. Какие вот результаты? Дальше. Теперь непосредственно, о чем я хотел бы рассказать. Учить вас ничему не буду, я просто расскажу о том, как мы работаем, как ведем свои социальные сети, и больше я расскажу про телеграм-канал, потому что телеграм-канал, кроме нашего сайта, является вторым основным каналом передачи информации. Такие вот данные у нас по результатам исследования такого агентства Global Media. Они выяснили, что в России 130 миллионов человек пользуются интернетом, это 88% населения. Из них 73% активно пользуются социальными сетями. Отсюда делаем вывод, что работать нужно именно в этом направлении. Дальше. Вот еще несколько данных. На январь 2023 года, и как мы видим, самое популярное, что человек делает в интернете, это по-прежнему ищет информацию. Следующий слайд. Самые популярные платформы у нас в России это ВК, WhatsApp и Telegram. Между прочим, благодаря всем известным событиям за прошедший год эти показатели немного изменились. ВК уверенно вырвался вперед, соответственно, нам нужно для себя сделать вывод, что в этом направлении нужно усиленно работать. И самое важное, что нужно учитывать, скорость восприятия информации у людей сейчас увеличивается с колоссальной скоростью. Вы, наверное, сами замечали, когда вы строите свой телефон, то на восприятие информации у вас тратится минимальное количество времени. Если человека не зацепить вот за 1,7 секунд, то вы его потеряли. То есть та работа, которую вы проводили, возможно, в течение нескольких дней, возможно, даже месяцев, она человеком просто выкидывается дальше. И все, ваша работа идет на смарку. Поэтому очень важно работать над собственным контентом с точки зрения привлечения внимания. То есть яркие картинки, цепляющие заголовки, использование эмоций, наверное, уже вопрос второй, о котором уже много говорили, но прорабатывать перед тем, как выложить свой контент в социальные сети, его нужно основательно. Возможно, даже собрать какую-то фокус-группу и протестировать на своих окружающих. Им вообще интересно то, что вы делаете или нет. Дальше. Вот наши основные каналы, как я уже сказал,
мы еще поговорим далее о ВК и Одноклассники. Дальше. Какой контент мы используем в соцсетях? Конечно, такой же, как и все. Это информационный, продающий, обучающий, коммуникационный, развлекательный. О многом уже до этого говорили. То есть информационный — это непосредственно наш хлеб, это наши новости, которых мы пишем много и каждый день. Но помимо этого, в социальных сетях именно важно использовать разнообразные виды информационного контента, в том числе обучающие. Или сейчас очень модно делать объясняющую делать контент в обучающей форме. То есть человеку интересно узнать что-то новое. Если вы ему объясните, что происходит вокруг и как нужно что-то сделать, буквально даже здесь же много госбанков, например, медицинских учреждений, как получить услугу у вас более простым способом, то есть пройти на сайт, написать в бот, сделать заявку через госуслуги. И объясняющие посты, как это сделать, они, во-первых, привлекут внимание, а во-вторых, люди будут ими делиться, то есть отправлять своим знакомым и друзьям, благодаря чему у вас просмотры и, соответственно, охват увеличится в разы. Ну, про развлекательные и коммуникационные здесь уже рассказывали, то есть нужно с вашими читателями, подписчиками общаться. Здесь хочется обратить на такой момент внимание, что при общении с вашими читателями нужно знать, кто ваши читатели. Как до этого сказали, для начала неплохо было бы построить портрет непосредственно вашей аудитории, узнать в среднем, кто это молодой человек, женщина за 35, потому что у всех интересы разные. У нас дело абсолютно немного сложнее, наша аудитория, она, скажем, сильно усредненная, то есть у нас из каждой категории примерно одинаковое количество людей. В этом есть плюс, но есть огромный минус, то есть один вид контента может понравиться какой-то части аудитории, но совершенно не понравится другой. Поэтому у нас в телеграм-канале идут такие сильные качели, то есть то прибавляется очень много подписчиков, то начинается сильный отток. А когда вы узко профилированы, вы занимаетесь непосредственно какой-то деятельностью узкоспециализированной, с этим немного попроще, потому что вы знаете, к кому вы обращаетесь, и вы можете использовать какие-то собственные термины, скажем, такой внутренние приколы, условно говоря, которые понимают только люди, работающие в этой сфере, и это повышает доверие к вашему паблику. Человек знает, что он общается с такими же профессионалами, как его. Можно немножко назад? Ну и, конечно, форматы. Например, наш телеграм-канал в основном, конечно, текстовой, потому что мы делаем новости, но использовать другие форматы это сейчас обязательно, потому что, во-первых, это имеет эффект неожиданности, когда человек видит много текста и появляется условно видеоматериал, он даже из интереса становится, ну, что происходит. Я читал текст, а тут видео, например. Поэтому экспериментировать с форматами нужно обязательно, причем стараться использовать все существующие форматы. Ну и, конечно, производить потом оценку. А людям зашло или не зашло. Если зашло, через какое-то время снова повторить и снова посмотреть. Если на регулярной основе люди хорошо лайкают такие посты, можно их концентрацию, скажем так, увеличить. Давайте дальше. Что важно помнить при создании контента, при написании текста, неважно, это новостной сайт или социальная сеть, важен заголовок. В нашей работе это чаще всего предикативный, то есть полное предложение, чаще всего отвечающее на вопросы «что, где, когда». Буквально в Якутске сегодня проходит филиальный форум «Цифровой алмаз», то есть чтобы человек с заголовка уже понял, о чем идет речь. Раньше много говорили о завлекающих заголовках, печальных заголовках и так далее, но сейчас по многим исследованиям и в принципе чувствуется, что люди уже устали от такого сложного контента, простые заголовки, они как-то считаются людьми лучше и воспринимаются лучше. Конечно, это уникальность и качество текста, то есть он должен быть, во-первых, не заимствованный, а написанный именно вами и написанный для вашей аудитории. Многие федеральные
тексты, которые специфику нашей работы спускаются к нам, они очень часто не отражают той специфики, которая у нас существует в Якутии. Буквально, по-моему, в прошлом или в позапрошлом году был такой текст, который хвалил работу коммунальной организации, и там упоминалась такая аббревиатура, как ЖЭК. Мы все прекрасно знаем, что в Якутии у нас не существует ЖЭКов. И этот текст, всем становится понятно, что это не про нас, и читать его, наверное, не стоит, потому что ничего про меня там не расскажет. И очень важно сейчас это качество фото и видеоконтента. Да, это все зависит от того, что на видео. Если, конечно, там происходит какой-то ЧП, там условная драка, но это не про вас, я думаю, там качество контента не играет роли, главное, что в нем. Но если вы готовите свой контент заранее, и это интервью, это блог, то лучше подойти к этому с полной ответственностью, поработать со светом, выставить камеру, чтобы горизонт опять же не был завален. Ну и, соответственно, чтобы цвета были правильные, скажем, выставить баланс белого, чтобы не было там синего лица или наоборот красного. Потому что вообще человек стремится и любит все красивое и идеальное, поэтому внимание обращается именно на качественный контент. Дальше. Структура сообщений, как я уже только рассказал про заголовок, это первая картинка, которую нашел в интернете. Сейчас она должна быть вот в виде перевернутой пирамиды, это основа, про которую нам рассказывают, когда мы только приходим в профессию. Ваше сообщение должно начинаться с самого важного сообщения, которое вы хотите передать. Потому что, как я уже говорил далее, человек тратит на поиск и просмотр информации минимальное количество времени. Что случилось, где случилось, когда, почему. Далее это дополнительная информация, которую вы уже хотите дополнительно человеку рассказать. Ну и другие детали, до которых, возможно, человек даже не дойдет, читая ваше сообщение. По опыту нашей работы, наши материалы в процентах 70 люди не досчитывают. Понятно? Люди не досчитывают. То есть они, в основном люди читают текст, примерно 2/3 максимум. То есть если вы самую ценную информацию оставите на потом, то они никто не узнает. Дальше. Это то, о чем я уже говорил. На самом деле инструментов хорошо снимать и обрабатывать видео сейчас довольно много. У всех есть телефоны, и на всех телефонах есть приложения, которые помогают обрабатывать видео. А инструментов, чтобы сделать качественное видео, их довольно достаточно много. И даже я видел, что сегодня кому-то из вас подарили стабилизаторы. Вещь классная. Рекомендую еще также не только стабилизаторы, но и штатив использовать. Давайте далее. Соответственно, вот наш телеграм-канал. Как здесь принято, подписывайтесь. На самом деле мы раскрутили наш телеграм-канал за довольно короткое время, поэтому хочется сказать, что сейчас в Якутии это реально. Когда я начинал работать над ним, 31 декабря 2021 года у нас было 500 подписчиков. Это за 2 года нам удалось набрать около 12,5 тысяч подписчиков. Была проделана огромная работа, и мы на самом деле своим телеграм-каналом гордимся, потому что количество просмотров в сутки на нем уже сравнялось с нашим основным сайтом. По факту мы дошли до того момента, когда для телеграм-канала нам необходимо создавать отдельную редакцию со своими корреспондентами, со своими редакторами. Давайте далее. Вот как я уже говорил, важно использовать много форматов и несколько способов коммуникации со своими читателями. На самом деле, как мы выяснили после одного опроса, люди хотят делиться информацией, им интересно обмениваться информацией, и им важно, когда чем они хотят поделиться, выходит на каком-то новостном официальном паблике. Для этого мы создали бот, который вот здесь его не видно. В общем, бот называется «Я есть новость». Через него любой наш читатель
каждый может отправить свою информацию, они делают это довольно регулярно, благодаря чему у нас появляются вот такие новости, вроде прямо сейчас град Хадаса, например. Такие публикации собирают много просмотров и реакций, потому что, как выяснилось, людям интересно, что происходит у их соседей, людям интересно, чем занимаются их знакомые люди. И когда даже вот так снятые с руки на телефон, но какие-то необычные видеоматериалы публикуются на вроде бы серьезном государственном новостном сайте, это у читателей вызывает теплую реакцию, льются лайки, классы и комментарии. Причем они вызывают такой же поток новых новостей. Люди отправляют, а у нас тоже град идет, а у нас дождь, а у нас нет, у нас солнце светит. Кроме того, использовать, как здесь уже, как до меня говорили, нужно различные форматы вроде карточек, например, делать видеоинтервью, короткие видео. На самом деле видеоформаты в потоке текста, они выделяются и всегда собирают много внимания. Давайте далее. Что важно в Telegram, но это больше относится, конечно, к новостному каналу, это, безусловно, оперативность, взаимодействие с аудиторией, о которой я уже сказал, разнообразие контента и интерактивность, то есть взаимодействие. Про оперативность здесь имеется в виду, конечно, это про новости, то, что произошло, нужно публиковать об этом сразу, но для госфабриков это вещь не совсем нужная, не совсем очевидная. Вам скорее нужно быть в тренде, быть на волне и говорить о том, о чем говорят сейчас. То есть, если ваши коллеги из другого региона рассказывают о каких-то трендовых вещах, стоит на это обратить внимание и рассказать об этом тоже. Давайте далее. Вот WhatsApp. Как тут уже было сказано, что у нас в Якутии, это уже всем известно, многие федеральные коллеги приезжают к нам, говорят, что это вообще феноменальный инструмент распространения новостей. Такого в других регионах не бывает, но у нас это действительно работает. Мы за 2 года создали довольно обширную сеть WhatsApp-групп, то есть у нас их порядка, по-моему, уже 80 или даже 100. Они называются «Новости Якутии», в которые мы отправляем наиболее интересные материалы с нашего сайта. И благодаря этому мы довольно большое количество просмотров собираем. В чем прелесть этого инструмента? Люди, получив интересное сообщение, пересылают его уже в свои группы. То есть в семейные, в группы коллег, в группе земляков. Вот этот феномен, когда у нас люди любят общаться в каком-то своем узком кругу и обсуждать информацию, он благодаря WhatsApp как бы еще более усилился. Поэтому важно уже сейчас создать свою WhatsApp-группу именно для того, чтобы делиться новостями, именно так и назвать, там, новости, условно говоря, 31-й школы, и скидывать туда какие-то интересные материалы с ваших других каналов. Вообще вот этот кросс-хостинг, когда вы публикуете на одной площадке, а отправляете ссылку в другую, это довольно эффективная вещь, потому что, как показывает практика, не везде даже ваша аудитория одна и та же. То есть кому-то больше нравится, например, посещать ВКонтакте, кому-то нравится больше читать ВК, телеграм-каналы, кто-то сидит и получает новости только через WhatsApp. Опять же, по результатам нашего опроса люди сказали, что больше всего они верят новостям, которые рассказывают их знакомые и близкие. То есть даже не новостные каналы, а сосед условный, дядя, тетя, мама, папа. Поэтому такие WhatsApp-рассылки, они действительно очень эффективны. Когда тебе ссылку присылает твой друг, вера этому сообщению становится намного выше. Ну и основное средство распространения информации это на самом деле вы сами, то есть вы, администраторы госфабриков, наверное, состоите в каких-то группах, поэтому обмениваться информацией и просить, как уже было сказано, распространить наш материал, это не стыдно, это наоборот приветствуется, поэтому дружите, создавайте свою сетку, общайтесь и обменивайтесь информацией. Также, конечно, не воруйте, а, скажем так,
подсматривать у своих коллег, о чем же они пишут. Это, как сейчас принято называется, не украл, а вдохновился. Давайте далее. А где же бэк-контент? На самом деле новости, они буквально лежат под ногами, как сегодня опять же сказали. Во-первых, давайте вы расскажете о том, чем вы занимаетесь. То есть ваши основные публикации могут быть о ваших достижениях, о том, какие вопросы вы решаете, какие задачи вам поставили и как их решили. Если вы занимаетесь какими-то узкоспециализированными темами, то наверняка ваши читатели интересуются такими же вопросами. И раскрыть работу, показать им, как сделать эту работу быстрее и эффективнее, найдет отклик. Что касается, если ваши читатели из другой сферы, и, скажем, это вы паблик школы, а ваша публика это родители, объясняющая журналистика, она вам всегда поможет. И кроме того, я еще раз повторю, отгадывайте со своими коллегами, в том числе федеральными и, возможно, из других регионов, потому что ценного контента вокруг очень много. Здесь должно было быть рассказ о отличии СМИ от блогеров, и самый важный момент здесь это фейки. Вот здесь март 2018 года, это пожар в торговом центре «Зимняя вишня», когда все это и началось. Один блогер позвонил в МОД и сказал, что нужно готовиться к приему более 300 погибших тел. Но, как оказалось, пострадавших было намного меньше, но эффект этого сообщения был колоссальный. То есть люди вышли на митинг, требовали отставки правительства, говорили о сокрытии информации, об обмане, лжи, заговоре и так далее. С тех пор у нас в стране обратили пристальное внимание на фейки, и сейчас за них очень большая ответственность. Поэтому всю информацию, которую вы публикуете у себя, нужно внимательно проверять, если вы ее, например, заимствовали, и перепроверять. Далее. Теперь самое интересное, сегодня уже говорили об искусственном интеллекте. Мы, например, в своей работе, так как мы очень много работаем с текстами, пользуемся, например, ChatGPT. Вот здесь такой пример. Я сделал запрос составить топ-10 советов, чтобы написать интересную новость. И буквально за пару секунд мне ChatGPT вывел вот такой вот текст. То есть подготовить ваш материал по блокам, задавая вопросы, например, там за ChatGPT, можно довольно просто. Кроме этого, мои ребята в своей работе используют искусственный интеллект в виде редактора. То есть они прогоняют через него текст, просят его либо сократить, либо добавить какие-то интересные моменты, либо сложить, скажем так, по полочкам, составить какой-то топ. Кроме того, как уже было сказано, здесь искусственный интеллект очень сильно помогает при оформлении материалов, то есть сделать картинку, тем более в нашу эпоху, когда за право обладания картинкой могут опять же оштрафовать на крупную сумму, создать свою картинку с помощью искусственного интеллекта очень сильно помогает, когда оформить нечем. Давайте далее. Вот и все. Спасибо. Вопросы к Андрею. Уникальная возможность. Не знаю, когда в следующий раз у вас получится еще спросить. Вопросов нет? Андрей, скажите, каким вы ботом пользуетесь? Какой нам можно предложить? Да, на самом деле мы с диалогом тоже сотрудничаем через КСУР, разумеется. У них много хороших инструментов, а если непосредственно вы говорите про создание текста, их много, например. Тоже ChatGPT в телеграм-канале, вот у него тоже имеется. Вы можете туда загонять свои тексты и попросить у него, не знаю, например, сократить его или сделать, скажем, интереснее, убрать там лишние слова, проверить на грамотность, пунктуацию и так далее. Еще вопросы? А сколько журналистов у вас здесь?
начинаются тонкие вопросы, да. На самом деле мы считаемся крупнейшим информационным агентством в Якутии, но работает у нас на самом деле не так много людей. В данный момент у нас 6 корреспондентов и 4 редактора. Это непосредственно творческий коллектив, не учитывая руководителей и остальных работников. То есть весь контент у нас происходит 10-12 человек. Можно я хотела бы вас, Андрей Владимирович, поблагодарить Спасибо. ваше агентство. Я представляю сферу спорта, физической культуры, и хочу выразить огромное спасибо корреспондентам, которые освещают и берут у нас, не профессионалов, тексты, информацию о событиях. Вот, и даже не буду делать ремарку, что по сообщениям, например, пресс-службы лыжно-биатлонного комплекса. Я хочу поблагодарить и хочу, чтобы вы поаплодировали. На самом деле спорт это очень классная тема, она всегда собирает просмотры, поэтому мы вам тоже хотим сказать спасибо, что вы нам такой контент предоставляете. Я буквально вчера смотрел карту кликов нашего сайта, и у нас 2 вкладки самые популярные. Это спорт, а второе, как вы думаете? Происшествие, правильно. Еще вопрос? В Телеграм-канале? Там несколько факторов сложилось. Будем честно, помог тот момент, когда другие социальные сети начали блокировать, но это стало стартовым толчком. То есть мы из 500 выросли где-то до 3000, а эти 3000 подписчиков уже совсем другое дело. Они начинают тоже делиться информацией. И с тех пор начался, скажем, такой взрывной рост. Но опять же я скажу, что мы своим контентом делимся на других своих площадках. То есть началось перекрестное публикование информации, то есть мы производили непосредственно контент специально для телеграм-канала и его публиковали на сайте, например. Либо специально делали посты в телеграм-канале и делали рассылку в WhatsApp, например. Или говорили о нашем телеграм-канале в ВК. Говорили, поставили кнопочки на наших сайтах, что подписывайтесь на наши телеграм-каналы. То есть, когда аудитория начинает расти, она сама по себе начинает генерить новых подписчиков. Сложно набрать первую 1000, а далее может быть быстрее идет. Вот, когда мы 31 декабря 2021 года набрали 500 подписчиков, для нас это тоже было достижение, потому что мы начинали с 300. Вот с 300 до 200 мы росли очень долго. Сравнительно долго, наверное, месяцев 5, наверное. А потом уже как-то по геометрической прогрессии это все пошло. Спасибо большое. Еще? Тогда, получается, вы и на сайт, и на Телеграм материалы некоторые дублируете, получается? Безусловно, у нас Телеграм-канал все еще остается дублирующим каналом. То есть основной у нас сайт. Весь контент, который наши корреспонденты производят, он практически всегда первым делом выкладывается на сайт. И только потом, немного переработав его, сделав более, скажем, подходящим для телеграм-канала, мы публикуем в Телеграм. Но, опять же, зная, что у нас аудитория к нам возвращается, и интересы, у них восприятие контента разное, мы делаем специальный контент для телеграм-канала тоже. То есть это короткие видеоролики, карточки, картинки, опросы, которые специально для телеграм-канала высвечиваются. Ага. И тексты тоже сокращаете, получается, да? Вот? Безусловно. Ага. Там же короткие тексты в Телеграме. Ага. Вообще выяснилось, на нашем опыте выяснилось, что телеграм-канал, который первоначально рассматривали как замену вообще всем социальным сетям, которые нас блокируют, показал, что он не совсем медиаформатный, то есть это не Инстаграм, куда можно выкладывать только фотографии и вас будут лайкать, например. Оказалось, что в телеграм-каналах это не очень интересно. Ну и не лонгридовый формат, когда огромные тексты кидают, это тоже людям не очень интересно. Неудобно с телефона большой текст читать. С
стоит это признать. А он оказался каким-то таким селективным. То есть текст, который укладывается в один экран вашего телефона, который не надо мотать. Вот это, кстати, важный момент. Когда сообщение укладывается ровно в экран телефона, его надо смотреть, его больше рассматривать. Ну и, соответственно, не голый текст, а опять использовать какие-то медиаформаты. Ага. Спасибо. Еще раз. Можно еще такой маленький вопрос? Вы сказали про телеграм-канал, что там большие тексты не читаются. Может, у вас есть какие-то, ну, прочитав уже много литературы, но все равно вот это просто какая-то болезнь писать много, потому что касается спорта, там надо фамилии, дистанции, ну, вот какой-то такой момент. Может, есть какой-то лайфхак, как делать, короче, что сделать? Ну, самый простой способ на данный момент – это загнать его в искусственный интеллект и попросить сократить. Ну, это на самом деле нарабатывается, он, безусловно, ориентируется на точность вашего запроса. Ну, нужно потренироваться, чтобы он начал вас понимать, что от вас требуется, что вам от него требуется, и, соответственно, тексты не цифрами загонять, а, например, написали подводку, загнали, сократили. Загнали основную часть, сократили, сами подредактировали. Это не волшебная палочка, и, безусловно, после искусственного интеллекта вам нужно самим тоже подредактировать текст. Но, скажем так, искусственный интеллект очень сильно ускоряет вашу работу. То есть вместо того, чтобы сидеть и очень долго собирать какие-то данные или пытаться сократить текст, можно попробовать закинуть VI, например, и над результатом уже сами поработать. Ну, конечно, универсальный это редакторская работа, вам нужен редактор. У меня, получается, есть небольшая проблема в моем муниципальном районе. У нас сложилась небольшая борьба за статьи, за, получается, тексты с местной газетой. Что бы вы посоветовали, чтобы мы нормально сотрудничали? Ну, получается то, что у нас одни и те же мероприятия, мы постоянно все там присутствуем, и читатели, они развиваются между нашим госпабликом и газетой, получается. Что бы вы посоветовали, чтобы мы нормально сработались, и чтобы, вот, например, журналисты, вы как журналисты, вы же, получается, грубо говоря, зарабатываете именно статьей, а мы обычные специалисты, мы ведем просто госпаблики, и для нас это не так критично, но все же от нас начальство тоже требует. Ну, журналисты, например, не например, а чаще всего работают в одном формате, и они, скажем так, этими форматами скованы. Вам же ничего не мешает работать в разных форматах. Работать в другом формате. Они все равно будут писать статьи, которые будут оформлены одними-двумя фотографиями и, возможно, там каким-то видеоматериалом. Причем, зная, скажем так, тексты, которые пишут обычные журналисты, они будут огромные и в большинстве случаев нечитабельные. Вот честно признаться. Вы работаете в коротком формате, оформляете это в виде топов, в виде вырезок, в виде интересных фактов. Я здесь не рассказал, забыл, но такой формат, как 5 интересных фактов о таком-то событии, топ-10 высказываний того-то с того-то мероприятия, он заходит лучше, чем обычный текст. То есть работает в другом формате. Если они просто пишут о событии, которое произошло, вы напишите о том, что это событие значит. 5 цитат, которые были произнесены на открытии культурного центра, например. 5 интересных, 5 интересных, уникальных, например, особенностей открытого культурного центра, чем он отличается от миллионов других, которые по всей стране у нас работают. То есть ваше преимущество – это мультиформатность. Если журналисты работают только практически в одном формате, как я вам сказал, изредка отходя в другие, то у вас широкое поле. У вас все-таки социальные сети, которые не то что упрощают, но позволяют такие
вещи делать. Нет, просто дело в том, что мы же должны тоже осветить какое-то мероприятие. Вот, например, вот наши библиотеки 125-летие сейчас у нас там проходит. И они тоже выпустили, мы тоже выпустили про эту информацию. Ну, вот я вам и говорю, осветить события можно не одной строчкой, как это, например, делается в Твиттере, да? Если вы, ну, про эту тему скажем, у всех государственных учреждений требуют отчета. Например, вы осветили вот это мероприятие, вы говорите, мы осветили, скидываете ссылку, да? Но как вы осветили, никто же не спрашивает. Вы можете условно 3 строчки написать, а все остальное вы выдаете в каком-то другом формате. Если с вами начнут спорить, что это не освещение, но покажите просмотры. У них и у вас, например. Я уверен, что вот такой текст соберет меньше просмотров, чем какие-то топы или условные лайфхаки, которые людям близки. Например, мне, честно, менее интересно читать то, о чем сказал глава района на открытии, например, какого-то культурного центра, чем 5 уникальных особенностей этого культурного центра. Ну, я условно главу района на каждом мероприятии слушаю, примерно знаю, о чем он скажет. Он скажет, благодарим вас, благодарим руководство региона, ну и, как говорится, святая троица. Спасибо. Да. Я тоже хочу поблагодарить вас, Спасибо. Андрей Владимирович, из театра танца имени Крылова. Вот недавно Мы же виделись. слушала очень хорошее интервью журналист вашего сайта. Ну, это оформила, да? И еще вот хочу, чтобы и впредь у нас вот так совместная работа получилась. Обязательно. По освещению. Большое спасибо. Спасибо. Большое спасибо.